Сыктывкарский Человек-паук и его друзья снова делают доброе дело. Супергерой решил очистить столицу Коми от старых покрышек. Всего планируется собрать 800 шин. Именно столько поместится в фуру, которая повезет их на переработку в Подмосковье. Пообщалась с чистоменом Дарья Вологжанина. В Сыктывкаре орудует эко-человек-паук. Под костюмом известного героя спрятался обычный сыктывкарец Александр. Каждые выходные и праздничные дни он стоит на страже экологии столицы Коми. Убирает мусор, выброшенный горожанами. Решил надеть костюм, чтобы привлекать внимание не только к себе, но и к мусорной проблеме. Говорит, так эффективнее. Мне надоело ходить по городу и видеть там свалку, там свалку. Пойдешь около детского сада, у забора свалка. Пойдешь около больницы, во враге близ нее свалка. На поляну пойдешь отдыхать с друзьями – свалка. На речку пойдешь купаться, обязательно наборешься на какую-нибудь стеклянную бутылку или металлическую коробку. То есть каким-то образом это надоело, и я решил подействовать. И вот так уже на протяжении 8 лет пытаюсь вести борьбу с такими вот злачными местами. На ближайший месяц у чистомена планы грандиозные. Экоактивист совместно с неравнодушными гражданами объявил войну старым покрышкам. Собирают они их в Сыктывкаре и окрестностях, очищая природу от стихийных свалок. Только из оврага на лодочной станции в один из дней вытащили свыше 200 покрышек. В гаражных комплексах их еще больше. Уважаемые гаражники, пожалуйста, вывозите свои отходы в специальные контейнеры, специальные бункеры. Давайте вместе сбережем нашу природу и наш город. Собранные шины на свалку не выкинешь, они почти не разлагаются. Есть только один путь – переработка. С ней тоже все непросто. Большинство покрышек шипованные, разнокалиберные, с металлическими кордами. Такие не только в Сыктывкаре не принимают, но и в соседних городах – Кирове и Перми. Выход один – отправить на завод по утилизации шин в Подмосковье. Там из них изготовят мягкую плитку и прорезиненную черепицу. Сейчас у нас есть согласованность с заводом. Мы подготавливаем временное место, но мы столкнулись с одной особенностью. Фура стоит 70 тысяч, и моих сбережений недостаточно. Поэтому мы с друзьями решили организовать в интернете сбор средств. Так сказать, нашли площадку в Ботсе. И мы будем рады любой посильной помощи, чтобы набрать 70 тысяч. А раз вывести на утилизацию не так просто, россияне уже давно придумали свой способ утилизации старых покрышек. Стали делать из них цветники и декоративных лебедей. Жители частных домов и многоэтажек соревнуются, чья фигура причудливее и креативней. Такое направление уже даже получило название – ЖКХ-арт. Сыктывкар в этом искусстве, конечно, не передовик. Дворов с покрышками не так много, но они имеются. Правда, отношение к такому народному творчеству разное. Покрышка у нас это как раз для приличия. Наверное, красиво. Что, они вон разукрашенные, самые незаброшенные. Нормально. А что, не нравится, что ли? Не очень. Сейчас прочитала, что это вредно. Что выделяет там какое-то химические вещества. Вредно для здоровья. Красиво, конечно, летом. Цветочки, когда и покрашены, но вредно. Значит, надо убирать. Нормально для красы. Пойдет. А не вредно? Да нет. Я, наверное, могу сказать за дворы, которые находятся в управлении нашей управляющей компании. У нас покрышек нет. Понятно, что бывают разные предложения от граждан использовать старые изношенные покрышки, которые у нас там часто бывают, где-то валяются, чтобы украсить территорию. Лично я не в восторге от этой инициативы, потому что, вряд ли от этого может стать очень красиво. А все потому, что старые покрышки наносят безвозвратный вред окружающей среде. Не зря их запретили использовать во дворах детских садов и школ. Согласно ГОСТу, автомобильные шины относятся к отходам 4 класса опасности. А экологи отмечают, что при нагревании на солнце они выделяют в несколько раз больше вредных веществ. Во многих регионах борются с ЖКХ-артом радикально. Уже начали вводить серьезные штрафы. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.